Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Необыкновенная фауна якутской тайги. Лесной фонд Якутии составляет 255 миллионов гектаров лесного богатства. Международное авиасообщение. Полеты из аэропортов Якутска и не только возобновят по открытым направлениям. Вернулись на родину. Первых призеров зимней Олимпиады в Пекине встретили оркестром и овациями в аэропорту в Москве. Сегодня, 13 февраля, в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех с этим праздником. Этот день был учрежден в 1996 году указом первого президента республики Михаила Николаева для содействия развитию языка саха и 5 языков народов Севера. Знаменательная дата неразрывно связана с именем выдающегося просветителя, ученого-лингвиста, составителя и издателя первых якутских учебников Семена Андреевича Новгородова и была приурочена к его дню рождения. Республика целенаправленно работает над цифровизацией национальных языков. Огромным вкладом в мировую языковую культуру стало издание и цифровизация большого толкового словаря якутского языка в 15 томах, который содержит более 80 тысяч слов. В электронный формат переводится также богатое литературное наследие, а интернет-пространство активно осваивают наши традиционные медиа. На родном языке красиво не только говорить, но и писать. Это настоящий талант, которым не устает восхищать земляков ветеран из Сунтарского улуса. Впрочем, в этом году его работа, написанная во время ежегодной республиканской акции «Якутский диктант», произвела фурор во всем интернет-пространстве. Про секреты идеального почерка узнаете из следующего сюжета. Зрение уже не то, да и руки не слушаются, сокрушается Николай Николаевич, но выглядит это как кокетство. Поскольку идеальный каллиграфический почерк 96-летнего ветерана не может не восхищать. Уже с начальных классов его образцовые работы по чистописанию хвалили и даже выставляли в школе. Выставка контейнеры талларыта. Хатам метаболу хайгырларыта. Хонтанелага урьер гаверенан урьер улен хөвлан. Итенети библиотекалар гэгнон наманна хыджан илиннан хорлубут суруктары. Росовенети билеген. Розасын архивтарга. Николай Николаевич утверждает, что современные шариковые ручки лишь портят почерк. Сам он пишет по старинке, исключительно пером и чернилами. Обучает каллиграфии и своих внуков. Собственно, и в диктанте участвовал для того, чтобы показать пример подрастающему поколению. Болман халын тентетен рибака налычы. Ичой доңорга аккуратно илелилдергер. Хурьяллергер барьянета. И вот уже 73 года со своим супругом не устает гордиться его верная соратница Екатерина Агафадоновна. История дружной многодетной пары украсила книгу «Золотых семей Якутии». Николай Николаевич – ветеран труда и тыла, дитя войны, за плечами 70 лет лекторской, просветительской деятельности. И сегодня он уверен, что именно каллиграфия привела любовь к письму, а затем и к слову, и помогла ему определиться с делом всей жизни. Анна Васильева, Сарглана Захарова, Сунтарский район. Завтра, 14 февраля, отмечается День основания лесного хозяйства в Якутии. В этот день, в 1939 году, было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. С этой даты история лесного хозяйства республики ведет свой отчет. Сегодня специалисты лесного комплекса защищают леса от незаконных вырубок и пожаров, ведут лесовосстановительные работы и просветительскую деятельность, а также обеспечивают рациональное использование лесов. Лесной фонд Якутии составляет 255 миллионов гектаров лесного богатства. Это необыкновенная богатая фауна якутской тайги, являющаяся легкими планеты. У нас бывает в неделю по 3-4 рейда. Просто так на месте не сидим.
так сказать. У нас есть 3 участковых лесничества. То есть это мое лесничество Мархинское, то есть закреплено за мной. На данный момент сейчас у нас именно в целом якутском лесничестве в среднем бывает от 130 лесопользователей постоянных, которые берут на печное отопление. То есть это то же самое село Маган, Кильдямцы, Тулагина, которые все, большинство там на печном отоплении. Полеты из международных аэропортов Якутска, Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска и Абакана с 21 февраля возобновят по открытым направлениям. Такое решение приняли на заседании Оперштаба России под руководством Татьяны Голиковой. Частота полетов будет такой же, как и для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от коронавируса. Первых призеров зимней Олимпиады в Пекине встретили оркестром и овациями в аэропорту Шереметьево в Москве. Болельщики приветствовали спортсменов с плакатами в руках и скандировали мотивационные лозунги. В Москву прибыли серебряные медалисты по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Авакумова и Ирма Махиня. Бронзовый призер по санному спорту Татьяна Иванова, сноубордист Виктор Уайлд и фристайлистка Анастасия Смирнова. Напомним, 24-е Олимпийские зимние игры стартовали 4 февраля 2022 года в Пекине. 212 спортсменов из России отправились на игры под флагом ОКР. На вечер субботы в копилке сборной 13 медалей. В общекомандном зачете спортсмены из России расположились пока на 8-м месте. Все отлично. Только хочу дома и спокойно. И я хочу спать. Мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее было, наверное, недостаточно, поэтому это очень, честно, приятно. Москва, Рязань, Сочи, Казань, Сахалин и многие другие регионы. Россияне массово встают на лыжи, присоединяясь к ежегодной лыжной гонке. В этом году лыжня России юбилейная уже в 40-й раз. Жители всей страны получают удовольствие от этого вида зимнего спорта. О том, как проходит самая массовая гонка на лыжах в этом году и когда к ней присоединится наша республика, расскажем далее. Спорт действительно объединяет. На этой лыжне главное не победа, а участие. Встают на лыжи и стар, и млад, независимо от возраста, пола, веса и даже умения кататься. Самое главное – желание. Лыжня России, я прошу прощения, это шквал эмоций, это чудесные пейзажи, это единомышленники, это красота, это сила духа, выносливости, смелости, мужественности, когда ты падаешь лицом в снег, а потом поднимаешься. Ну, это не передать словами, это адреналин, который тебя заряжает на весь год. И ты его ждешь на протяжении следующего всего года и непременно, отложив все свои какие-то важные дела, едешь сюда вновь и вновь. Гонка проводится ежегодно с 1982 года. И на сегодня это самое масштабное по количеству участников зимнее спортивное мероприятие в мире. Сегодня мы проводим 40-ю юбилейную лыжню России. Это действительно уже 40-я. Это достойная цифра, на которую мы, естественно, с каждым годом увеличиваем количество участников. На сегодняшний момент зарегистрировано 1200 участников, при том, что еще зарегистрировалось, я думаю, возможно, даже до 1500 и дойдет эта цифра. Самому младшему это 3 годика, которые бегут дистанцию 200 метров. И самый у нас возрастной это 80 лет участников. Вот. Дистанция у нас на сегодняшний момент 200, 500 метров, километр, 5 и 10. Все зависит от года рождения, возрастных групп точнее. И, естественно, каждый уже принимает для себя решение, в какой дистанции участвовать. Увеличивается не только количество участников, но и география регионов. Впрочем, некоторые присоединяются позднее, в зависимости от климатических особенностей. Так, к примеру, Якутия массово встанет на лыжи под эгидой «Лыжня России» только 26 марта. Николай Коровин, Анна Васильева, Сахалин.
Если массово вставать на лыжи в Якутии пока не позволяет погода, то катки на открытом воздухе вслед за ледовыми парками и горками постепенно начинают свою работу. Первый каток для массовых катаний в Якутске запустили уже неделю назад. А завтра, 14 февраля, все любители покататься на коньках смогут сделать это в самом центре города на площади Ленина. Организаторы обещают, что уже с обеда каток начнет свою работу. Правда, из-за санитарных норм все пройдет буднично, без официальных мероприятий. А вот о том, как организована в этом сезоне работа самого большого ледового катка столицы на озере Сайсары, узнавал Евгений Тайтонов. Монтажные работы катка под мостом начались еще в январе. Организаторы массовых катаний в этом году впервые по всему периметру соорудили 2-метровую снежную стену. Но не всем отдыхающим понравилось такое нововведение. Пришли сегодня покататься, научиться стоять на коньках. А так до этого мы ходили лет, наверное, 6 тому назад, когда не было вот заграждения, ничего, тоже открылись. Мы пришли, покатались, научила своего сына тоже стоять на коньках. И вот впервые тоже пришли. Вот это заграждение, конечно, потому что мы вон там рядом живем, и неоткуда там зайти, понимаете? Это надо вот с детьми прийти сюда, такие морозы, конечно, а так... Да, вот так... А так, да, хорошо, что открыли. Помимо возведения высоких снежных заборов, организаторы также увеличили количество заливаемой воды на лед с 5 до 10 тонн. Заливает все хорошо, типа отлично. Этот лед очень хороший. Но это плохо, тоже трещины, это нормально. У нас лед естественный, поэтому постоянно трескается. Мы его постоянно ремонтируем, и идет постоянная заливка горячей водой, где-то около 10 тысяч кубов. Мы каждый через день заливаем уже. Поэтому на качество льда это, конечно, хорошо отразится. Как говорят государственные инспекторы по маломерным судам, безопасно кататься только на оборудованных катках, где проводились замеры льда и получены соответствующие разрешения от властей для организации массовых катаний. Даже такие места не исключение для проведения инспекторами ГИМС профилактической беседы с отдыхающими. Они рассказывают горожанам о правилах поведения на водных объектах. Предварительно инспектора центра ГИМС произвели замеры. Замеры позволяют. Также, после чего открыли каток, ответственный имеет согласование с администрацией на открытие катка. И также для открытия катка имеются специальные стенды, информационные стенды для правила поведения на водных объектах. Ну и регулярно проводим профилактические беседы во избежание несчастных случаев. Для удобства и безопасности населения тут все предусмотрено, начиная с пункта проката коньков, зоны для переобувания до теплого кафе. Не хватает только инструкторов, обучающих катанию с нуля. К сожалению, пока у нас инструкторов нету, но платно мы пока не можем себе позволить. Но всегда готовы принять волонтеров или других ребят, которые хотят тут тоже продемонстрировать, научить маленьких детишек кататься на естественном льду. Это тоже приветствуем, и, пожалуйста, можете обращаться. Пока в связи с эпидобстановкой спортивные объекты столицы закрыты, каток на озере Сайсары может стать альтернативным вариантом для активного отдыха горожан. Детям все равно же надо на улице, там, свежим воздухом подышать и посмотреть на окружающих, на детей. Тоже учиться. Учиться, у него очень большое желание было кататься, да, вот мы сегодня первый раз пришли покататься, вот сразу встал на коньки и сразу пошел. Я тоже. Молодец. Мам, я пошел, да? Стоит отметить, что каток на свежем воздухе работает с 11 утра до 11 вечера. Специально для этого в вечернее время каток будут освещать порядка 600 лампочек. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. День за днем.
В эти дни полным ходом идет подготовка к очередному зимнему турсезону в национальном парке Ленские столбы в Хангаласском районе. Уже пробит автозимник, расчищены площадки под парковку и места для организации пунктов общественного питания и фотозоны. К слову, на этой неделе парк отметил 27-летие со дня своего основания. И сегодня команда национального парка насчитывает 86 штатных сотрудников, основной задачей которых является сохранение уникальных природных и культурных объектов, развитие науки, туризма и экологического просвещения. Напомним, что с 2012 года парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь на нашем телеканале.